Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Начался визит Гурбангулы Бердымухамедова в княжество Монако. В штаб-квартире ООН состоялась церемония открытия Международного года мира и доверия. Туркменские школьники успешно выступили на Олимпиаде в Астане и другие новости. Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправился с визитом в княжество Монако. Перед отъездом национальный лидер туркменского народа отметил, что в 2025 году исполняется 10 лет установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Монако. Подчеркнул, что этот визит станет важным этапом в развитии сотрудничества между двумя странами в различных областях. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония открытия Международного года мира и доверия, организованная постоянным представительством Туркменистана при ООН. Представитель Туркменистана подчеркнул важность Международного года мира и доверия. Было отмечено, что в декабре 2025 года в Ашхабаде намечен к проведению Международный форум мира и доверия, который соберет участников со всей планеты для консолидации усилий и разработки конкретных дальнейших шагов по укреплению глобальной культуры мира. Школьники из Туркменистана успешно выступили в 21-й Международной Жаутыковской Олимпиаде по математике, физике и информатике, которая проходила в Астане. По результатам Олимпиады туркменскими участниками было завоевано 2 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. В состав туркменской команды вошел 21 школьник под руководством 5 педагогов. Председатель Меджлиса Туркменистана Дуня Гозель Гулманова и посол Армении Арсен Авагян обсудили перспективы расширения сотрудничества между парламентами двух стран. В ходе официальной встречи стороны выразили готовность к развитию межправительственного диалога на основе взаимного уважения и доверия. Особое внимание участники встречи уделили вопросам обмена опытом в сфере совершенствования национального законодательства и парламентской работы. В Монте-Карло проходит 47-й международный фестиваль циркового искусства, где впервые участвует туркменская группа конных игр «Галканыш». Туркменские джигиты демонстрируют уникальные представления на халтыкинских скакунах, приумножая мировую славу туркменского искусства и культуры. В галерейском районе Саблон в Брюсселе прошло культурное мероприятие, посвященное туркменской культуре. Были представлены традиционные украшения, ковры и текстиль Туркменистана. Мероприятие привлекло послов, представителей ЕС и культурных деятелей. Выставка, организованная при поддержке посольства Туркменистана, стала культурным мостом между народами. Ветеран Великой Отечественной войны Кошек Султан Мурадов из города Губадак отметил свой 100-летний юбилей. Его поздравили родные, близкие и представители местных властей. Султан Мурадов, награжденный за мужество и отвагу, ушел на фронт в 1947 году. На мероприятии ему вручили ценные подарки и букеты цветов. Apple готовит насыщенный год новинок. В 2025 году ожидаются обновленные MacBook Air с чипом M4, iPhone SE 4 с новым дизайном и функциями, а также новый iPad и домашняя станция. Главная презентация года состоится в сентябре с анонсом iPhone 17 Air и новых Apple Watch с расширенными функциями мониторинга, здоровья и поддержкой 5G. Американские ученые из университета Тафтса выявили тревожную связь между употреблением сладких напитков и ростом смертности от различных заболеваний. Исследование, охватившее 2,9 миллиона человек из 118 стран, показало, что ежегодно сладкие напитки вызывают 1,2 миллиона новых случаев сердечных заболеваний и 2,2 миллиона случаев диабета второго типа. Особенно критична ситуация в развивающихся странах, где потребление сладких напитков связано с высоким уровнем смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Хоккейный клуб «Галкан» МВД Туркменистана досрочно стал чемпионом страны, выиграв национальный турнир 10-й раз подряд. Серебро завоевала команда Огусхан, бронзу Шир. Отметим, что с 7 по 15 февраля сборная Туркменистана по хоккею примет участие в 9-х азиатских зимних играх в Харбине. Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев победил бразильца Рената Майкана и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Главное событие турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе завершилось досрочной победой Махачева удушающим приемом в первом раунде. Майкана заменил Армана Царукяна, который должен был провести реванш с Махачевым, но снялся с боя из-за проблем со спиной, возникших на фоне сгонки веса. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.